день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Республиканский институт развития образования. И мы очень рады, что в течение 2 дней мы вместе с вами будем работать в рамках нового для нас онлайн-семинара, который будет посвящен вопросам разработки программ летнего отдыха. Коллеги, целевая аудитория нашего онлайн-семинара, она очень разнообразна и очень значима для нас. Конечно, это представители интернатных учреждений, а также организаций, которые реализуют программы для детей в рамках специального коррекционного образования. Мы с вами работаем вместе 2 марта, именно сегодня, и 4 марта. Я надеюсь, что для всех вас уже знакома наша платформа проведения онлайн-мероприятий. В рамках наших мероприятий у каждого из вас есть возможность задать вопросы нашим спикерам, нашим профессиональным специалистам, которые сегодня будут вместе с вами работать на протяжении данного онлайн-семинара. Очень важно, что онлайн-семинар проводится с целью повышения уровня профессиональных компетенций и руководителей образовательных организаций, и педагогических работников. В центре нашего внимания, конечно, программа летнего отдыха, которую мы формируем ежегодно для наших воспитанников. Но в центре внимания, конечно же, уважаемые коллеги, нормативно-правовые основания формирования программ летнего отдыха. Очень важно, что в течение этого года данный онлайн-семинар станет флагманским, и мы вместе с вами, очень надеемся, выйдем на новый результат нашей совместной деятельности. В 2020 году впервые был проведен аудит всех программ летнего отдыха, была проведена профессиональная экспертиза, и все экспертные материалы, коллеги, они были представлены на совещании с руководителями образовательных организаций. К сожалению, программы летнего отдыха сегодня мы не можем представлять как программы, которые на высоком профессиональном уровне разработаны и соответствуют целям и задачам, которые стоят перед системой образования. А значит, мы понимаем, что в программе семинара мы представляем и алгоритм разработки программ летнего отдыха, и, конечно, мы будем говорить о тех управленческих функциях, которые важны для команд ваших образовательных организаций, которые сегодня работают уже над тем, что принимают решения о подготовке таких программ. Наши коллеги, а сегодня с нами будет работать Савенко Наталья Александровна, заведующая Центром специального коррекционного образования нашего института, Ирина Дмитриевна Новикова, которая является уже старшим методистом нашего центра, коллеги, вы все их хорошо знаете, и будем предполагать, что в онлайн-режиме вы можете задавать вопросы. И вот этот формат открытого диалога, он очень важен для нас. У вас есть возможность задать вопросы в нашем профессиональном чате, а также в разделе «Вопросы», который находится на верхней панели нашей платформы. Уважаемые коллеги, я представила программу нашего 2-дневного семинара. Общее количество участников семинара сегодня достигает уже 70 педагогов, и мы будем надеяться, что постепенно количество подключений, оно будет увеличиваться, и это для нас очень значимо. Итак, уважаемые коллеги, позвольте мне передать слово нашим спикерам, пожелать вам успешной работы, и мы надеемся, что результат нашей совместной деятельности, он, конечно, будет представлен уже в тех программах, которые вы будете представлять на экспертизу уже в апреле, в мае
этого года. Коллеги, успехов, а мы начинаем работать. Александровна, вам слово. Спасибо, Галина Владимировна. Для начала, конечно, всем здравствуйте. Меня зовут Наталья Александровна Савенко. Я являюсь заведующим Центром сопровождения специального инклюзивного образования Института развития образования Республики Коми. Это Ирина Дмитриевна Новикова, старший методист нашего центра. Мы с вами проведем 2 продуктивных дня. И первый день предполагает собой, в первую очередь, это анализ практик уже представленных программ в свое время на экспертизу, дабы в следующем вы могли учитывать те ошибки, которые были совершены в прошлые периоды. Мы с Ириной Дмитриевной вас познакомим, как правильно разработать программу, на что нужно опираться, какие на сегодняшний день существуют новые нормативные правила, нормативные документы, которыми стоит руководствоваться при написании программ летнего отдыха, в частности для детей, детских домов, интернатных учреждений, специального коррекционного образования, потому что действительно это очень важный фактор, это очень необходимые программы, поскольку такие дети все-таки лишены родительских каких-то внимания, да, которые могут позволить ребенка вывести, да, организовать ему какое-то мероприятие. Здесь, конечно, все ложится на плечи тех специалистов, которые работают в специализированных вот таких вот учреждениях. И, безусловно, хочется, чтобы программы были для детей интересны, целево наполнены, и чтобы задачи были решаемы и действительно приводили к каким-то позитивным, хорошим результатам. Не секрет, что, конечно же, у нас в настоящее время возникает большая проблема по правонарушениям, по побегам, особенно из детских домов и из интернатных учреждений. И, безусловно, это будет касаться в разработке программ летнего отдыха, как завлечь таких детей, чтобы снизить риск таких вот проблем. Сейчас я вас хочу познакомить, безусловно, с результатами, которые были нами проведены с Ириной Дмитриевной по итогам анализа программ, представленных нам на экспертизу в 2020 году. Мы с Ириной Дмитриевной неоднократно являлись рецензентами этих программ, участвовали в оценке этих программ. И хотим сказать, что не очень изменились программы с 2019 года, переходя в 2020 год. Поэтому хотелось бы, чтобы на сегодняшний день вы с нами поработали достаточно интенсивно, внимательно. И если возникают у вас действительно вопросы, пишите, не стесняйтесь, потому что данный именно семинар и цикл мероприятий предназначен для того, чтобы помочь вам грамотно, правильно организовать отдых детей и написать ту программу, которая будет действительно качественной для экспертизы, для предоставления ее в соответствующие органы, в соответствующие организации. Итак, на экспертизу в 2020 году к нам поступило 13 программ. Понятное дело, что все программы, они направлены на создание благоприятных условий для развития творческих, физических способностей детей, по оздоровлению детей и так далее. Конечно, безусловно, это основные важные факторы, которые стоит учитывать при разработке программы. Но не стоит забывать, конечно, да, Ирина Дмитриевна, что программы должны быть еще и интересны детям. И учитывать определенные правила и правильные направления, то есть должны состоять правильные цели и задачи. Я не буду углубляться совсем в какие-то, скажем так, направления, но на сегодняшний день отмечу, что по итогам анализа программ нами было выявлено, что предоставляются в основном одни и те же программы без каких-то интересных направлений. Одни и те же названия из года в год.
одни и те же цели и задачи. То есть практически неизменные абсолютно программы, которые предоставляются на экспертизу. Безусловно, что если мы эту программу уже экспертировали, и она у нас в 2019 году не получила хорошего отзыва, то в 2020 году, понятно, она не могла получить никаких плюсов. И на что хотим, конечно же, обратить внимание, что все представленные программы не имеют определенной качественной структуры программы. Все однотипно, идентично, они не отличаются практически программы друг от друга, за исключением каких-то названий. Внутреннее содержание одинаковое, а построение, понятное дело, что оно может быть одинаковое, но содержание должно быть, хотя бы содержание должно быть разным. Оно должно быть интересным. Пояснительные записки присутствуют, да, это введение, паспорт программы, понятное дело, но все задачи программ являются практически целями, но не отражают способы достижения общей цели, которую вы ставите в итоге для того, чтобы получить что-то в конечном результате. Далее. Ожидаемые результаты, к сожалению, у всех программ не согласуются с задачами, которые вы ставите в начале своей программы, а также не диагностируются никаким образом. То есть вы ставите задачу, но задачу в итоге невозможно проверить ничем. А она должна быть проверяться, она должна быть каким-то образом реализована. То есть мы должны увидеть, каким образом вы реализовали ту программу, которую вы представили, какой вы получили в итоге результат. А было ли то удовлетворение от детей и получили ли они то, что вы хотели им дать в итоге. Далее, в программах представлено ресурсное обеспечение и кадровое, материально-техническое. Понятное дело, что оно у вас у всех есть. Но не всегда представлена та самая смета расходов, каким образом вы вообще все это производите, каким образом у вас это все происходит, а это тоже очень важно. Далее, не представлена литература. Если она и представлена, то она представлена весьма устаревшего порядка. То есть это достаточно такие старые издания. Вообще требования к программам, да, Ирина Дмитриевна, в последнее время идет это минимум 5-3 года, да. У многих есть 10-летней, 15-летней давности, поэтому, безусловно, стоит обратить на это внимание. И не стесняйтесь использовать интернет-ресурсы. Они тоже у вас должны присутствовать. Если вы увидели какое-то интересное задание, занятие, обязательно представьте ссылочку и напишите, что оттуда было взято хотя бы форма, да, проведения, и это вам понравилось и было интересно. Далее. Во всех программах представлены приложения в виде сценариев мероприятий. И только в 9 программах были представлены анкеты для проведения психологической диагностики и рефлексии воспитанников. То есть это достаточно небольшое количество, и то по итогу даже эти 9 программ не представили итогов. Да, оно представлено, да, оно есть. А как вы это использовали? А каким образом это повлияло на результат внедрения вашей программы и работы вашей программы? Далее, хотелось бы, конечно, еще обратить внимание на то, что вы все пишете, что у вас есть взаимодействие с партнерами. Это очень хорошо. Это просто замечательно, когда вы привлекаете кого-то к работе с детьми в летний период, когда есть такая замечательная возможность, когда ребенок не учится, когда ребенок отвлечен от уже образовательной деятельности, можно его как бы привлечь, да, каким-то интересным направлением работы с привлечением ваших социальных партнеров, организации каких-то интересных мероприятий. Но, к сожалению, ни в одной программе, которая представила вот это партнерство, не расписано, каким образом вы проводили мероприятия совместно с данным партнером. Какие мероприятия у вас проводились, что вы делали с этим конкретным партнером в данное время, в данный период. Поэтому будьте добры, обратите на это внимание. Сегодня, естественно, с Ириной Дмитриевной мы будем говорить о написании программы. Сегодня мы будем с вами обсуждать только первую часть программы, и познакомим с требованиями, познакомим с какими-то новыми государственными стандартами и так далее.
А сейчас я хочу передать слово уже Ирине Дмитриевне. Вот, Ирина Дмитриевна, будьте добры. Добрый день, уважаемые коллеги. Итак, у нас два будет вебинара. Первый сейчас вебинар будет посвящен только общей характеристике структуры программы. Я сразу хочу сказать, что ничего нового для вас здесь сказано не будет. Только структурные блоки программы после вебинара вы можете как-то пересмотреть и поставить их в той логической последовательности, как это требуется. То есть сегодня нового такого принципиального мы ничего с вами не узнаем, только узнаем, какой порядок и чем это регламентируется. Начнем с того, что из каких же соображений мы определяем структуру программы. Да, вы все пишете в своих программах о том, что вы руководствуетесь Конвенцией ребенка и Конституцией Российской Федерации, уже в новом формате, да? Но эти документы, высокий такой документ международного уровня и Конституция, они только регламентируют то, что ребенок имеет право на качественный отдых. А вот как уже реализовать этот отдых, в этих документах ничего не сказано. И мы обращаем внимание, вот после семинара вы сможете внимательнее еще раз посмотреть вот эти вот документы, в которых и написано, как даны рекомендации, как нужно строить программу. Это федеральный закон об образовании, это концепция дополнительного образования. И обращаю ваше внимание, что вышел новый стандарт 2018 года «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления». Вот исходя из этих нормативных документов, мы и будем говорить о структуре программы летнего отдыха детей. Начнем с федерального закона об образовании. В части 1 и в части 3 статьи 31 закона об образовании сказано следующее, вот выделено желтым цветом, что организации, которые осуществляют летний отдых детей и оздоровление, относятся к организациям, осуществляющим дополнительное образование. То есть все наши детские дома, школы, интернаты, коррекционные школы-интернаты, где организуется летний отдых детей на летний период, они считаются образовательными организациями, которые осуществляют свою работу, деятельность по программам дополнительного образования. Пожалуйста. И вот феномен летнего отдыха, он как раз и определяется особенностями дополнительного образования. Вот попыталась такую вот картинку составить. Если мы возьмем календарный год, который составляет 365 дней, из них учебный год составляет где-то около 210 дней, там с небольшой разницей. Остальное время – это летнее время, внеучебное время. Далее, из учебного года мы возьмем где-то дней еще меньше у нас уходит на урочную деятельность, таким образом внеучебное время увеличивается, потому что здесь мы вычтем те каникулы, зимние, осенние, весенние каникулы, то есть дети уже не охвачены урочной деятельностью. То есть когда все просуммируешь, что вот оказывается, что около 150 дней в году дети предоставлены сами себе, и, конечно же, задача педагогов и родителей создать то пространство, в котором ребенок будет реализовывать сам себя. И вот феномен дополнительного образования заключается в том, что дополнительное образование может осуществляться круглый календарный год, и большое внимание уделяется именно летнему периоду. Почему еще речь идет о дополнительном образовании? Можете вернуться назад. Почему речь еще идет о дополнительном образовании? Как показал анализ удовлетворенности руководителями, качества оказания внеурочных услуг, внеурочных мероприятий детям, которые посещают общеобразовательные организации, не все указали на высокий уровень удовлетворения оказания этих услуг. Значит, если ребенок не получил что-то во внеурочное время на базе основной общеобразовательной организации, таким образом он должен получить эту возможность развить свой познавательный интерес, развить свои какие-то склонности, способности, приобщиться к какой-то социальной деятельности именно в летний период. И вот исходя из такой вот идеи
концепции дополнительного образования и еще берем, опять же повторяю, закон об образовании, статья 31, да, то таким образом мы и выходим на то, что нам необходимо по-новому пересмотреть организацию летнего отдыха детей. Далее обращаю ваше внимание на то, что есть несколько принципов, можете повернуть дальше, да? То есть есть несколько принципов, которые организуют деятельность учащихся. Вот здесь не нужно путать, что есть принципы организации познавательной деятельности учащихся, есть принципы организации воспитательной работы с учащимися. Здесь же перечислены на слайде принципы разработки программы. И вот эти принципы разработки программы, они могут быть едиными для всех образовательных организаций. Так, немножко прокомментирую. Отдых ребенка должен носить компетентностный характер. Это значит, что дети в ходе летнего отдыха получают новые знания, новые навыки деятельности, в том числе и социализация. Программы отдыха и оздоровления должны быть вариативными, то есть они могут быть направлены на... Это могут быть или комплексные программы, или могут быть профильные программы. Возможно также, что внутри самой программы тоже могут быть различные варианты реализации, подпрограммы или модули, о которых мы ниже будем говорить. Так, должна быть практично применима для ребенка, то есть программа должна соответствовать возрастным особенностям ребенка. Программа отдыха и оздоровления должна быть антропологична. Программа содержания и виды деятельности должны иметь значение для участника. Так, программа должна формировать целостное представление о практике, на материале, который разворачивается содержание. То есть обязательно, чтобы содержание было не просто теоретическое, такого, наверное, у нас уже вообще нет, а обязательно должно иметь практическую значимость, функциональную значимость для ребенка. И система отдыха и оздоровления детей должна осуществляться круглый год, но это, например, уже... Если мы возьмем детские дома, интернатные учреждения, то и в каникулярное время то же самое. В свободное время оно должно быть подчинено идее дополнительного образования. Но я не призываю, что это нужно детей в каникулярное время посадить за парты. Нет, это образование дополнительное, оно должно осуществляться в совершенно иных формах, как принято говорить, отличных от урочных форм. Выделяется несколько типов программ, опять же, в соответствии со статьей 12 пункта 2, статья 12 пункта 2 Федерального закона об образовании выделяет несколько типов программ. Давайте посмотрим. Вот больше никаких типов программ нет. То есть законодательно никаких больше других типов не придумано. И вот мы таким вот образом с вами и рассматриваем. По направленности программы могут быть комплексными, которые охватывают все возможные направления, или профильными, среди направлений которых будет выделяться какое-то одно основное. Или это будет творческая направленность, или это будет спортивно-оздоровительная направленность, спортивные лагеря, или патриотическая направленность. Программа может быть адаптированная. По продолжительности различают краткосрочные и долгосрочные программы. Вот те программы, которые вы предоставляете на экспертизу, они охватывают короткий промежуток времени. Пусть это будет 3 месяца, но все равно это краткосрочная программа. Долгосрочная программа считается та, которая рассчитана на несколько лет, и таким образом эта программа будет реализовывать какую-то такую мощную идею, и на протяжении этих нескольких лет вы ребенка проведете с одного уровня программы на другую. Но таких программ нам еще не встречалось. И по инновационности программы могут быть модифицированные и авторские. Модифицированными программами считаются те, которые разработаны на основе базовых программ и изменены в некоторой части в соответствии с контингентом обучающихся, с учетом социального окружения. Авторская программа – это программа принципиально новая,
Так, и чтобы присвоить статус авторская, такая программа должна обязательно пройти экспертизу Республиканского экспертного совета. Да, Ну вот, есть, да, пожалуйста. Я еще хочу дополнить. Обратите внимание, пожалуйста, потому что когда вы к нам присылаете программу, вы пишете коллектив авторов. Вот если вы пишете, что коллектив авторов, то ваша программа действительно должна принципиально отличаться от всех остальных программ и должна быть разработана тогда чисто вами, самостоятельно, как говорится, придумана лично вами. Если все-таки вы основываетесь на какой-то уже существующей программе, да, то есть либо вы ее, как сказать, конструируете из нескольких программ, то есть что-то из одной, что-то из другой, но в итоге вы выстраиваете программу под свое учреждение, под своих детей, под ту категорию или нозологическую группу, которая у вас существует, то эта программа, безусловно, будет модифицирована, и тогда у вас будет не авторский коллектив, а разработчики программы. Вот это, пожалуйста, будьте добры, учитывайте, потому что когда мы читаем титульный лист, понятное дело, что если вы пишете авторская программа, мы начинаем искать авторство. Что же там такое вот у вас принципиально новое, не идентичное между всех? Поэтому вот на это тоже стоит обратить внимание, и всегда это является как бы первостепенным таким, уже показателем, насколько хорошо вы понимаете то, что вы делаете. Поэтому будьте добры, пожалуйста, это учитывайте тоже. Хорошо, спасибо. И вот посмотрите, пожалуйста, на слайд, то есть у вас какая может получиться программа. Вот если мы будем смотреть по синим стрелочкам, да, то есть программа комплексная, краткосрочная, модифицированная, так? Или, например, адаптированная программа. Это программа для специальных коррекционных школ, да, например, они такую адаптированную программу составляют, она может быть краткосрочная, авторская. Допускаю, потому что пока еще оригинальных таких работ, предназначенных для детского отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья или с какими-либо нозологиями, таких программ еще таких программ крайне мало, поэтому если программа все-таки все-таки адаптированная, то, безусловно, она, как правило, как мы уже сказали, да, на летний отдых она, безусловно, только краткосрочная будет. Долгосрочная – это только если вы год, два, три реализуете эту программу в течение всего года, и это нужно учитывать. Если вы пишете программу, пишете, что она у вас долгосрочная, но только берете летние периоды, то это не долгосрочная программа, несмотря на то, что вы ее написали на 5 лет. Поэтому программы на летний отдых, они все краткосрочные, но могут быть комплексные, профильные и адаптированные. Адаптированная программа может быть разработана внутри комплексной краткосрочной, да, немножечко забегая вперед. Почему? Потому что в детских домах может быть 1-2 ребенка, действительно имеющих статус ОВЗ, и понятно, что для такого ребенка, чтобы включить его в общую программу, дополнительно разрабатывается отдельный такой блок, адаптированный именно под конкретного ребенка с учетом его нозологической группы или его возможностей, и так далее. Да, хорошо, можно так лучше получается. Угу. Ой, это конец. Саша, нам 8, пожалуйста. 8. Так, типология, так, 8. Ага. Вот. Итак, структура программы. Структура программы определена в национальном стандарте Российской Федерации «Услуги детям и организация отдыха и оздоровления» за 2018 год. Рассмотрим, итак, теперь посмотрим структура программы. Так? Здесь ничего для нас пока еще нового нет. Титульный лист, да? Информационная карта программы или паспорт программы не имеет значения. Основная часть программы, список литературы, интернет-ресурсов и приложений. Вот это вот структурные блоки, внутри которых, вы сами понимаете, сейчас будут внесены какие-то конкретные рекомендации. Итак, начнем с титульного листа программы. Самое верхнее поле программы, в самом верхнем поле программы пишется учредитель данной организации. Насколько я понимаю, учредителем для всех присутствующих является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Поэтому вот с этого мы и начинаем. Затем обязательно пишется полное
в соответствии с уставом название образовательной организации. Так, и далее мы определяем гриф, когда рассмотрена и утверждена программа в образовательной организации. И если вы предоставляете данную программу на экспертизу, то будет затем внесена рекомендация, рекомендация об утверждении на Республиканском экспертном совете. Так, далее у нас идет, вернитесь, пожалуйста, еще мы на титульном листе. Так, и далее идет название программы. Вот обратите, пожалуйста, внимание, все красиво. Вот комплексная программа там летнего отдыха, вот летний калейдоскоп. Вот нужно было написать только комплексная программа летний калейдоскоп, а дальше уже организация летнего отдыха и оздоровления. Вот немножечко поменять местами. Ну, допустимо какое-нибудь творческое оформление титульного листа, которое показывает вообще особенности этой программы. Летний калейдоскоп. Прекрасно. Ну, опять же, вернемся к авторству. Ну, тут авторство, да? То есть либо это авторская программа, как мы уже и говорили, что если вы ее разрабатываете самостоятельно, и она у вас принципиально новая, и творческая группа, да, или разработчики программы, это уже если вы разрабатываете, вот если она модифицирована, то есть она у вас структурирована на основе каких-то других программ, которые вы для себя берете как основу. И вот сейчас я что еще скажу, что, так, подождите, значит, там дальше срок реализации программы, да, на какой возраст рассчитана эта программа, и вот разработчики программы, здесь будет список большой, не только то, что там директор принимал участие или заместитель директора по учебно-воспитательной работе или организатор, так, здесь будут перечислены все те педагоги, все те педагоги, которые разрабатывали дополнительные образовательные программы по тем модулям, которые я потом ниже назову. Если там будет 7 модулей, например, то здесь будут перечислены все 7 педагогов, которые будут ответственны за дополнительные общеразвивающие образовательные программы, реализуемые внутри данной программы. Ирина Дмитриевна, вот еще сразу вопрос, да? Ну, это принципиально на понимание тех специалистов, которые сейчас с нами слушают, нас с вами. Понятное дело, что если коллектив большой и принимает участие достаточно большое количество людей, то, конечно же, вот этот вот коллектив, там, да, 7 педагогов, 10 педагогов, я так предполагаю, что все-таки они могут вынести на следующий лист, ну, да, где просто представить как раз-таки тех педагогов, то есть не авторский коллектив, а коллектив разработчиков уже в самой программе. То есть, будет в самой программе представлено. В самой программе. Поэтому не обязательно, я как бы думаю, что они могут быть и на титульном листе. Посмотрим, как дело у нас пойдет, но, по крайней мере, не 2 человека несут ответственность за данную программу, а все те, кто будут реализовывать направление. Спасибо. Так, информационная карта программы или паспорт программы, здесь я ничего не скажу, так она в основном у всех хорошо представлена, достаточно полно. Так, только вот, значит, ко второму семинару я еще посмотрю, уточню содержание этой карты, потому что обязательно здесь должны быть прописаны полные названия организации сетевого взаимодействия, полное название организации, не просто так библиотека, например, да, районная библиотека, да, а полное ее название. И так все касается всех организаций, которые будут привлечены к детскому отдыху. Да, то есть смотрите, и ваша организация, и организации, которые вы привлекаете, которые будут у вас привлекаться, они должны быть прописаны в соответствии с тем, как эти организации звучат вообще изначально, то есть в соответствии с уставом той организации, которая представлена. Если, допустим, вы работаете с дошкольно-образовательной организацией, то, безусловно, вы должны прописать, что это не просто детский сад там 15-й там города Семенова, а это у вас должно быть муниципальное, дошкольно-образовательное учреждение и так далее. То есть каждое название каждой организации должно соответствовать тому, как оно прописано в уставе организации.
Электронные адреса должны быть действующими, а не так, как бывает, что представляют, а электронный адрес организации уже давно не работает, он уже устарел. Обращайте на это внимание, пожалуйста. Александр Михайлович, пожалуйста, дальше. Так, ну вот теперь мы переходим непосредственно к структуре основной части программы. Показано, что программа состоит из 3 разделов: целевого, содержательного, организационного. И вот здесь вот как раз и произойдут некоторые такие перемещения. То, что писалось в основном иногда в пояснительной записке или вообще непонятно, как оно у нас было, ну, представлено было, да, теперь этим всем компонентам программы определено четкое место. Четко определенное место. Ну вот, например, ну ладно, нет, пока без примеров. Вот, значит, целевой раздел – пояснительная записка и планируемые результаты. Так? Содержательный раздел – это самый большой и самый главный раздел, потому что здесь будут представлены подпрограммы или модули, или блоки, ну, как вам угодно будет назвать дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ. Так? Затем воспитательная подпрограмма. И вот под знаком 3+, показаны коррекционно-развивающие программы. Должны быть, если в том случае, если дети у вас имеются с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. Потому что работа с такими детьми не должна прекращаться ни на один день, будем так говорить. Да? И затем организационный раздел, так, в который включен план, этапы реализации программы, система условий реализации программы и система контроля и оценивания результатов обучения. Ну, а потом уже следует у нас список литературы, интернет-источников и приложения. Да, ну, приложения это будут, безусловно, самый большой блок, но мы на нем остановимся потом попозже скажем. Да. Так, пожалуйста. Итак, пояснительная записка. Так, обратите, я скажу, что по характеристике особенностей составления пояснительной записки каждому разделу мы будем говорить уже 4 марта. Сейчас только вот пока обращаем внимание вот на эти структуры пояснительной записки. Так. Ну, согласитесь, что вы все эти структурные компоненты вы писали. Да. Стоит, да, Ирина Дмитриевна, я как бы хочу напомнить нашим слушателям, да, что, безусловно, актуальность, она должна быть актуальна здесь, сейчас и на сегодняшний день. Давайте в следующий раз, это очень сложный вопрос. В следующий раз, на 4 мы это все оставим. Удовольствие. Так, ага. Вот. В целевом разделе мы также определяем планируемые результаты, образовательные результаты. И так как пока еще не принята концепция дополнительного образования, не принята концепция, так, извините, потом скажу, так, концепция дополнительного образования принята, какой-то документ не принят, простите, да, и вот пока этот документ не принят, как раз вот образовательные результаты, они должны быть определены в соответствии с образовательными результатами, в соответствии с ГОС начального общего, среднего общего или основного общего образования, то есть предметные, метапредметные и личностные. Вот эти вот результаты мы определяем таким вот образом, да, а воспитательные результаты, они представлены по уровням. Результаты первого уровня отражают приобретенные детьми какие-то социальные знания. Обычно это, дети знают, как правильно себя вести в обществе, дети знают, как правильно переходить дорогу, дети знают, как вести себя в каких-то чрезвычайных ситуациях, то есть такой знаниевый компонент. И он достигается за счет проведения каких-то бесед, просмотров кинофильмов, то есть там, где дети, в принципе, они не задействованы очень активно. Им пришли, что-то рассказали, показали кинофильм. А вот уже результаты второго уровня, они направлены на формирование ценностного отношения детей к какой-то конкретной социальной ситуации. То есть тогда здесь уже подразумевается организация
деятельности детей, где они должны будут высказывать свою точку зрения. А вот третий уровень – это самый высокий уровень, направленный на получение опыта самостоятельной, социально значимой деятельности. И, конечно, все эти три уровня, они будут представлены в программе, потому что дети разного возраста, с разным жизненным опытом, и совершенно не обязательно стремиться писать только результаты третьего уровня. Ну, вот эти результаты третьего уровня, они как раз, все эти вот воспитательные результаты, они прописаны у нас в программе по внеурочной деятельности. Так, вот теперь переходим к содержательному разделу. Самый главный раздел, который будет включать в себя несколько подпрограмм, модулей, блоков. Так? И эти блоки определяются согласно разделу 5 госстандарта по организации летнего отдыха детей. И в этом стандарте как раз прописано, что в ходе летнего отдыха дети получают вот такие вот услуги, которые перечислены, и под эти услуги разрабатываются как раз программы, дополнительные общеразвивающие образовательные программы. Так, пожалуйста. Так, ага. Так, простите, а почему там мне тут попало? А следующий слайд, пожалуйста. Структура, так, видимо. Ага, вот этот вот нужно, да? Содержательные. Да, содержательные вот программы или модули, они могут быть определены с самых разных позиций. Не только в соответствии с стандартом организации летнего отдыха детей, но и также могут быть эти модули выделены по направлениям дополнительного образования, так, в соответствии с неурочной деятельностью, так, или в соответствии с программой развития воспитания детей, или в соответствии с основными компонентами смены. То есть принцип, вот, по которому вы выберете и будете составлять эти модули, это зависит только от вас. Ваша задача только сказать, в соответствии с каким направлением, в соответствии с каким принципом вы взяли для себя вот эти направления. Так, ну вот теперь, наверное, я уже как раз расскажу про структуру программы. Так, вот это, предыдущий. Нет, следующая. Так, вот она. Нет, простите, пожалуйста, делала новый слайд. Вот этот можно? Нет, вернитесь тогда назад. Прокомментирую на основе. Вот он неправильный. Он неправильный. Куда-то, видимо, попал в другое место, извините. Так, то есть здесь вот мы берем какую-либо программу по модулю, ну, например, спортивно-оздоровительный модуль у вас будет, да, или трудовой модуль будет, или, естественно, научный модуль будет. И вот как нам рекомендуют, не нужно писать полностью программу дополнительного образования. Так? А вот ее можно оформить кратко вот в виде такой вот таблицы, как вот здесь представлено. То есть цель этой программы, цель этого модуля, ну, например, трудового воспитания, да, трудовой модуль. То есть здесь есть своя цель, свои задачи, так, формы организации деятельности. Но это не только трудовой десант, уборка помещений, но, наверное, что-то еще придумать можно для того, чтобы организовать вот эту деятельность детей. Так, простите, вот реализация региональных, вот это вот не нужно смотреть, мероприятия, так, перечисляете мероприятия, какие проводятся в данном модуле, и планируемый результат. То есть что получается, какие предметные, метапредметные, личностные, какой воспитательный эффект. Планируемый результат. Ну, вот здесь вот я меняла местами, конечно, планируемый результат у нас, согласно ВГОС, теперь должен стоять после того, как мы указали задачи. Так? То есть что мы планируем, а потом уже какие результаты мы хотим увидеть, а потом перечисляем, что же нужно сделать для того, чтобы добиться результатов. Ну, в следующем семинаре 4 марта это... Оплошность, это она будет ликвидирована, извините, пожалуйста. Так, вот, нет, вернитесь назад. Ага, 17-й, вот этот вот.
Так, итак, мы закончили с вами вот кратко так вот характеристику самого главного раздела, основной части программы, содержательного. Так, вот там будет несколько у вас вот этих вот дополнительных модулей, да, где-то 5-7, ну, главное, чтобы их было много и не нужно, главное, чтобы было, как говорится, мал золотник да дорог, да, чтобы они были хорошо определены. Так, и потом у нас идет организационный раздел. Вот здесь вот очень серьезные такие перетурбации произошли, потому что вот план реализации программы или этапы, которые у вас у всех стояли впереди, да, пояснительную записку чуть ли не входили, это теперь переносится в организационный раздел. Так. Также в организационный раздел переносится весь перечень и вся характеристика системы условий реализации программы. Согласитесь, тогда как-то мы придем к логическому пониманию, то есть вначале будет все то, что дети у нас узнают и чему научатся, да, а потом уже как это будет реализовано, и при помощи чего. Условиях. Так. И также в организационный раздел включается... Мы выделяем третий блок, это система контроля и оценивания результатов. Вот здесь вот вы пока только что рекомендуется описать все вот эти вот механизмы, как вы будете определять эффективность проделанной вами работы по направлениям. Так. А весь диагностический материал, он уже будет вынесен в приложение. То есть здесь только описывается, каким образом, самое общее описание, да, будет проводиться система контроля и каким образом вы будете производить оценивание полученных результатов, а все, как вы это будете делать, каким образом вы это потом получите в количественном или качественном варианте, в том, и в другом, все это выносится в приложение. Здесь только мини-описание. И можно будет пронумеровать, сделать ссылки на номер приложения. Да, номер приложения и так далее. То есть здесь должно быть четко написано, что да, у вас это будет, что у вас будет система контроля, что она у вас заложена, но все, что касается, каким образом, как это будет делаться, с помощью чего, все это выносится в приложение. Или вот тоже вот обращаю ваше внимание на последний там показатель, наличие системы стимулирования. Так? Вот в какой-то программе было написано, что участники за достижения какие-то получают звезду. Да? А что потом дальше с этими звездами, да? Что этот звездный ребенок, чем дело-то заканчивается, да, как-то непонятно. В принципе, да, вы можете написать, что в период, когда вот вы будете реализовывать эту программу, да, ребенок у вас будет получать какое-то стимулирование там или еще что-то, но нужно будет обязательно прописать, для чего вы это делаете, а зачем ему эта звезда, что она ему дает, да, или там та же медаль, или к чему это приведет. Ну, допустим, ребенок набрал 5 звезд, и что? Что в итоге получается? Каков результат? Для чего ребенок их набирал? То есть нужно продумать, для чего это было построение сделано. своей какой-то индивидуальной образовательной траектории или для социализации ребенка, или он займет какую-то новую там, социальную нишу в образовательной организации. Ну, то есть вы-то лучше знаете, зачем это нужно делать. То есть должен быть какой-то итог, для чего это нужно было ребенку. Александр Михайлович. Спасибо. Так, ну, далее, значит, идет у нас список литературы, интернет-ресурсов. Ну, конечно, можно оставляем нормативные документы международного, федерального и регионального уровней. Но сначала идет у нас всегда перечень документов международного уровня, затем федерального, регионального. И в любом случае документы располагаются в хронологической порядке по статусности. Да? Например, если для Российской Федерации мы берем закон, самый главный, да, стоит на первом месте, и потом перечисляем все другие законы, которые регламентируют детский отдых детей. Да? Да, и нужно понимать, что вот в такой ситуации сначала берутся все документы международного
порядка, то есть это Конвенция о правах ребенка, допустим, да, и так далее. И здесь, конечно же, вы уже, несмотря на то, что как бы требуется выстроение по алфавитному порядку, здесь все-таки нормативные документы выстраиваются, когда именно нормативные документы, на что вот мы обращаем пристальное внимание, да, выстраиваются все-таки с значимостью. То есть первоначально это международный уровень, потом это федеральный уровень, то есть все, что касается Российской Федерации, там Минпроса и так далее, и потом только уже региональный уровень. То есть все, что, ну, какие есть документы, регламентирующие деятельность и отдых детей именно на уровне региона, на уровне республики. Только потом уже вы ставите основной перечень основной литературы и дополнительной литературы, которую вы используете. Вот здесь уже идет алфавитный порядок. Так, значит, на что здесь нужно обратить внимание при перечислении основной или дополнительной литературы, так, то, что нужно четко придерживаться требований, которые описаны у нас в специальном государственном стандарте, о нем будет сказано ниже, и правильно оформлять ссылки на интернет-ресурсы. Конечно, к летнему отдыху детей, как оформлена литература, это никакого отношения иметь не будет. Просто это показывает уровень вашей педагогической компетентности. То есть если есть такие общие требования, они должны быть, соблюдаться. Так, список литературы и последний раздел программы – это приложение. Это приложение, вот давайте теперь посмотрим, какие здесь изменения. План-сетка работы лагеря на смену, это, которую вы предлагаете на нескольких страницах, да, она вся уходит в приложение. Так? Режим работы лагеря, то есть режимные моменты, режим дня, тоже из пояснительной записки, из основной части, он тоже уходит в приложение. Глоссарий уходит в приложение. Так. И вот теперь дальше знаком плюс показано, что должно предоставлено обязательно каждому модулю дополнительной программы, которую мы с вами определили по направлениям. То есть если здесь у вас есть какие-то методические рекомендации, включаете, да, прямо так можно потом будет и написать это, что материалы, методическое сопровождение модуля такого-то. И потом пошло это, все эти материалы вы таким образом соединяете вот в такую вот папку. Сценарий мероприятий, конечно же, у вас у всех есть эти мероприятия, да? Да, но они все выносятся сейчас в приложение. Да. И тематика проектов, экскурсий, то есть все, что сопровождает этот блок, да, любой блок или модуль, они все вот определяется, все выносится в приложение. Программа индивидуальных образовательных маршрутов, ну, например, если это ребенок, ну, может быть, увлеченный каким-то определенным видом деятельности, там, активный ботаник, зоолог, биолог или спортсмен, то для него можно составить индивидуальный образовательный маршрут, потому что такие дети могут принимать участие в каких-то, может быть, муниципальных или региональных мероприятиях, в спортивных соревнованиях. Так, далее оценочные материалы, уже тоже об этом говорилось, они все тоже выносятся. Так, диагностические карты и результаты мониторинга образовательных результатов, то есть чем дело закончится, потому что данные этого мониторинга, они замыкают круг, и потом вы будете уже, исходя из данных мониторинга, разрабатывать программу летнего отдыха на следующий год. Да, Ирина Дмитриевна, мы еще, конечно, будем говорить об этом, но вот в те программы индивидуальных образовательных маршрутов нужно понимать, что можно вносить и нужно вносить не только, допустим, если ребенок действительно имеет какие-то положительные, да, качественные свои характеристики, это спортсмен, художник, там, музыкант, и тогда, может быть, ему дополнительно нужно там скрипочкой позаниматься, там, поиграть там на чем-то, попеть, потанцевать. Вот это понятно, что это будет индивидуальный маршрут, когда с ребенком индивидуально дополнительно занимаются. Сюда же будут относиться и работа с детьми, которые, так скажем, либо совершали правонарушения, либо те, которые стоят на грани
Вот в такой ситуации для таких детей тоже прописывается программа индивидуального образовательного маршрута в летний период. Почему? Потому что действительно к такому ребенку нужно более пристальное внимание, и такому ребенку нужна более увлеченная, да, работа, чтобы ему было и интересно, и чтобы этот ребенок понимал, что ему здесь действительно хорошо. Поэтому для него конкретно он не должен быть, безусловно, что он будет со всеми, да, заниматься, быть со всеми в каких-то мероприятиях, но при этом у него в любом случае должна быть программа индивидуального маршрута, и про это не стоит забывать. То же самое, если у вас вдруг, вот такая ситуация сложилась, как мы говорили, программа АОП, да, может быть внутренняя, в такой ситуации тоже модуль, да, допустим, в самой программе у вас возникает по адаптированному какому-то, да, маршруту, то здесь, безусловно, прописывается, опять же таки, тоже программа индивидуального маршрута такого ребенка, если он у вас будет. Потому что если ребенок, допустим, да, с нарушением опорно-двигательного аппарата, конечно, он у вас в физкультурно-оздоровительных мероприятиях полноценно, да, участвовать, как все дети, нормативно не может. Поэтому для него прописывается индивидуальный маршрут. Что он в этот период может делать, да, и чем заниматься, чтобы ему тоже было интересно и комфортно. То есть вот на это стоит, конечно, безусловно, обращать внимание. Хорошо, следующий слайд, последний, да. Вот таким вот образом модернизация программы, она приведет не только к тому, что летний отдых детей превратится в такое увлекательное, досуговое времяпровождение, да, но и станет еще таким условием, которое будет способствовать развитию познавательных, интеллектуальных способностей ребенка, будет способствовать выстраиванию его индивидуального маршрута. Вот что сейчас прописывается во всех федеральных государственных документах. И через урочную деятельность, внеурочную деятельность, и деятельность дополнительная, такая вот образовательная в летний период, да, она как раз будет способствовать тому, что вот детки будут расти такими вот активными, позитивными и станут достойными членами нашего общества. Вот такая вот идея, такая вот миссия дополнительного образования в летний период. Спасибо за внимание. Да. Сегодня мы с вами рассмотрели, так скажем, вводную часть, да, ознакомление, что нового существует и как, и к чему. 4 числа мы с вами встречаемся в это же время. И вот 4 числа мы будем с вами рассматривать уже конкретные требования целевого раздела программы, требования к структуре и содержанию основного раздела. И, безусловно, что входит в приложение, содержание и само оформление, как это должно быть оформлено, что туда будет входить. То есть мы будем уже разбирать более поструктурно, более углубленно все, что сегодня мы с вами говорили в таком обтекаемом, да, варианте. До новых встреч, до 4 числа. Ждем вас. Спасибо, до свидания. Вопросы?